До 2006 года в Абхазии как таковой службы спасения не существовало. Структуры, отвечающие за ликвидацию чрезвычайных ситуаций, входили в состав разных министерств. Однако именно в 2006-м президентом страны Сергеем Багапш был подписан указ о создании управления по чрезвычайным ситуациям в качестве самостоятельной структуры в составе Кабинета министров. Это и стало точкой отсчета для современного УЧС Абхазии. В 2007 году постановлением Кабинета министров республики было утверждено положение и структура управления по чрезвычайным ситуациям и отдельных подведомственных организаций, а также передача государственной противопожарной службы УЧС Абхазии. С тех пор управление по чрезвычайным ситуациям стало главным спасателем страны. Наиболее сложными по степени ликвидации были крупные пожары в горной части Абхазии, а также крупные возгорания в столице республики, а также в городах Гал, Очимчира и Гагра. Их количество по сравнению с предшествующими годами заметно увеличилось, и как следствие произошел и рост числа пострадавших. Основная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил противопожарной безопасности. Именно это стало причиной крупного пожара в Сухуме, когда полностью выгорело здание главпочтамта, относящегося к числу историко-культурного наследия абхазской столицы. И только благодаря профессионализму работников УЧС человеческих жертв удалось избежать. Часто сигналы о помощи поступают из горной Абхазии. Как правило, их пик приходится на летний период. Примером тому является случай, когда группа российских студентов приехала отдохнуть на территорию Рицинского реликтового национального парка. Молодые люди, отделившись от основной группы, долгое время не выходили на связь, после чего оставшиеся в лагере забили тревогу. Абхазские спасатели при участии ВВС Министерства обороны республики провели успешную операцию по поиску и спасению пропавших студентов. В сложных ситуациях оказываются и местные охотники. Уходя в глухие леса за дичью, они нередко сами становятся объектами изнурительных поисков, но уже для работников УЧС. Люди, переоценивая свои возможности, часто оказываются в безвыходных ситуациях. В условиях, когда определить местоположение терпящих бедствия земли не представляется возможным, местным спасателям активно помогают силы ВВС Абхазии. Экстренный вызов – ситуация на грани жизни и смерти, когда секунды решают все. В обыденной жизни подобный сценарий выходит за рамки человеческого сознания, превращая ее в жестокую реальность. Но для этих людей эта самая реальность – часть работы, тяжелой, порой неблагодарной, но такой важной, жизненно важной, и объединяет их короткое и емкое слово – «спасатель».
Личный состав УЧС принимает самое активное участие в утилизации опасных для жизни веществ, таких как хлор, ртуть, с последующей дезактивацией грунта. В частности, именно такая работа была проведена на территории заброшенного хлебозавода в городе Сухум. Сильные дожди в ближайшем предгорье вызвали резкий подъем воды в реках Ачамчирского района. Частные подворья оказались под водой, которая в некоторых местах доходила до уровня 2 метров. Весь личный состав Ачамчирского гарнизона УЧС был поднят по тревоге. Спасатели эвакуировали людей и вызволяли из водного плена автотранспорт. По последним данным, в городе Ачамчира от стихийного бедствия пострадали 138 частных подворий. В селах района Маркула 2 дома, Баслах 1 дом. В Ачамчирском районе также нужно отремонтировать 7 километров дорог, построить 4 моста, отремонтировать 7 мостов и заменить 8 трубомостов. В Гагарском районе в поселке Бзыпта от стихии пострадало 80 домов, в селе Алахадзы 33 дома. Взаимодействие российских и абхазских спасателей – это отдельная и большая тема. Между службами налажены тесные контакты и на официальном, и на практическом уровне. Здесь стоит напомнить, что подписано соглашение между УЧС Абхазии и МЧС Российской Федерации. Службы спасения двух стран регулярно обмениваются информацией. Абхазские представители приглашаются в Россию. В свою очередь россияне принимают участие в мероприятиях, проводимых УЧС республики. Представительная делегация Главного спасательного ведомства России во главе с заместителем министра МЧС генерал-полковником Александром Чуприяном прибыла в Абхазию для участия в большом смотре техники и спецоборудования пожарно-спасательных подразделений УЧС Абхазии. Гостей из Москвы встречали их абхазские коллеги во главе с начальником УЧС Львом Квицине. Официальная часть началась с возложения цветов в парке боевой славы в центре абхазской столицы. Спасатели двух стран почтили память защитников Абхазии, отдавших свои жизни за свободу и независимость родной земли. Тем временем на главной площади страны, площади Свободы, была выставлена техника и спецоборудование, поступившие в Абхазию в рамках гуманитарной акции, которую проводила МЧС России в целях оснащения подразделений УЧС Абхазии самой современной спасательной техникой. Сюда, на площадь Свободы, после возложения цветов и прибыла делегация Российского министерства по чрезвычайным ситуациям. Я больше чем уверен, что эта техника передается в серьезные мужские руки.
существует и братство между просто спасательными службами. Но уж братство с соседями это вообще закон. Российские и абхазские спасатели активно взаимодействуют и на море. В рамках контроля за правилами судоходства в территориальных водах Абхазии инспекторы ГИМС, а эта служба входит в структуру УЧС, и российские пограничники регулярно проводят рейды в прибрежных водах. Благодаря этому нарушителей на море стало гораздо меньше. Но они все же есть. В основном это маломерные суда, занимающиеся рыбной ловлей или частные плавсредства. Поездка официальной делегации УЧС Абхазии в 2012 году в Женеву, штаб-квартиру Международной организации по гражданской обороне, стала важным шагом к международному признанию деятельности отечественной спасательной службы. К тому же мировой опыт ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций весьма полезен и требует тщательного изучения. Пожар 2010 года в клинической больнице Сухума унес жизни 3 людей. Главной его причиной специалисты называют короткое замыкание электропроводки, а фактором быстрого распространения деревянной конструкции, из которых был сложен весь 2-й этаж сгоревшего корпуса. Неосторожное обращение с огнем становится причиной лесных пожаров. Как правило, начинаются они с небольшого костра, которым крестьяне освобождают свои участки от сухой травы и сорняков. Из-за внезапных порывов ветра или простой невнимательности огонь быстро распространяется на огромные участки сельхозугодий и леса. В таких случаях задействуются пожарные расчеты с ближайших частей. Таковы были пожары 2012 года в Гагарском и Очимчирском районах. На 2-м месте после пожаров стоят дорожно-транспортные происшествия. За все время работы на счету у спасателей Абхазии 446 выездов, операций по извлечению людей из автомобилей. Нередко можно наблюдать картину, когда на произошедшее ДТП первыми приезжают спасатели, а потом уже ГАИ и другие неотложные службы. Об этих примерах сказано не потому, что кто-то плохо работает. Просто УЧС уже имеет свой авторитет. И этот авторитет ко многому обязывает. С российскими коллегами также ведутся переговоры на предмет оснащения подразделений современной техникой. Помимо этого решаются вопросы гуманитарного характера. С 2006 по 2012 годы по линии УЧС в республику завезли продукты питания и медикаменты, медицинскую аппаратуру и средства первой необходимости. Все это было распределено среди особо нуждающихся слоев населения.
Сухум, площадь Свободы, 25 декабря. Сотрудники МЧС Абхазии завершают последние приготовления перед отправкой на Донбасс. Жителям Донецкой области из Абхазии везут теплые вещи, продовольствие, питьевую воду, а также новогодний подарок – несколько десятков коробок с мандаринами и апельсинами. В общей сложности более 50 тонн груза. Перед отправлением к спасателям приехал президент Рауль Хаджинба. Главе государства было доложено о готовности гуманитарного конвоя к выполнению поставленной задачи. Ара, стазара его ихаха имя пысло, а тынчрами хацку. Свяна году друзьям гидарадзе. Обвейзер хагаус. Колонна МЧС Абхазии отправляется в путь. Предстоит преодолеть около 2000 километров по территории Краснодарского края, Ростовской области, пересечь границу ДНР и прибыть в прифронтовой Донецк. Впервые за 20 последних лет гуманитарный груз доставляется не в Абхазию, а направляется от ее имени. Более того, трудно переоценить морально-политическое значение самого факта передачи помощи в ДНР, основная часть населения которой – русские и русскоязычные граждане. И все это происходит в период подписания и ратификации нового договора о стратегическом партнерстве между Абхазией и Российской Федерацией. 27 декабря 12 часов гуманитарная колонна из нашей республики пересекает границу ДНР. Здесь ее встречают ополченцы, которые создают коридор безопасности следования. Выпавший снег едва прикрыл последствия бомбежек и артобстрелов, но, по словам спасателей, атмосфера войны явственно ощущается во всем. Груз доставлен по месту назначения, принимающая сторона направила его по пунктам выдачи гуманитарной помощи. Абхазские же спасатели были приглашены в Центр славянской культуры, где прибывший накануне в ДНР в сопровождении группы депутатов Абхазского парламента государственный ансамбль танца «Кавказ» давал концерт для жителей Донбасса. Одну. Бери две. Бери две. Абхазские апельсины в подвалах Донбасса. Картина почти сюрреалистичная. Но это самое, что ни на есть реальность сегодняшнего дня. Голодные, измученные войной люди коротают дни и ночи в подвалах без света, тепла и воды. Это Дебальцево. Еще совсем недавно самая горячая точка конфликта в Новороссии. Сейчас посчитаем и всем раздадим. Апельсины. Я здесь родилась, я здесь жила всю жизнь, мне сын, дочка. Я не собиралась уезжать. Кому мы нужны в этой Украине? Оказалось. Хотя я в душе украинка. Здесь мы дома. Я украинка. Всю жизнь дома. Я говорю на русском языке, но я, тем не менее, я украинка. Мне это очень-очень хорошо будет. 7 месяцев. Ну, там с маленьким перерывом домой там бегали. С июля месяца. Кому это надо? Кто это делает? Без разрешения, а? Вот, спрашивать надо. Абхазские спасатели прибыли в Дебальцево 26 февраля. Основная их цель – доставить в Абхазию из зоны конфликта группу детей-воспитанников школ-интернатов, чтобы на берегу теплого Черного моря ребята хоть на какое-то время забыли об ужасах войны. Решение об этом было принято руководством нашей республики, и этот посыл был воспринят в ДНР с особой благодарностью. Министр МЧС Абхазии Лев Квициня вместе с главой спасательного ведомства ДНР объезжает местные спасательные подразделения, или вернее, то, что от них осталось. Масштабы разрушений, по словам сотрудников МЧС Абхазии, просто поражают. Спасатели в Дебальцево несут круглосуточное дежурство, однако объем работ колоссальный, так что любая помощь для них крайне важна.
Тем временем сформированная группа воспитанников школы-интерната занимает места в автобусе. Мальчишки и девчонки от 8 до 15 лет. Ребята волнуются и их воспитатели. А как же иначе? Другая страна, чужие люди, да и путь не близкий. Но все пересиливает неподдельный интерес к новому, еще неизведанному. А самое главное, там не стреляют, там мир, и значит все будет хорошо. Учения проводились в два этапа. Первый проходил под сводами Гагарского туннеля на обводной дороге, второй на северо-восточном берегу озера Рица. По легенде первого этапа в туннеле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого из столкнувшихся автомобилей началась утечка бензина, который впоследствии загорелся. Возникла реальная угроза жизни пострадавших при аварии. Работу прибывших спасателей серьезно затрудняло сильное задымление туннеля. Подразделения абхазских и российских спасателей отрабатывали совместные действия по ликвидации дорожно-транспортного происшествия, эвакуации пострадавших и оказанию медицинской помощи на базе мобильного госпиталя МЧС. Руководители учений с абхазской и российской стороны дали высокую оценку работе подведомственных им подразделений. Спасатели Российской Федерации, они показали класс, и наши ребята тоже старались, я даю такую положительную оценку. В принципе, сработали отлично. Что касается действий МЧС Абхазии, то я могу вам сказать, я уже на подведении итога об этом сказал, мы оценим на оценку отлично. Действия пожарных, спасателей пожарных Российской Федерации мы тоже на отлично. Но самый важный момент это было все-таки взаимодействие. Как все это можно было сложить, чтобы это произошло, потому что мы, каждый из вас, готовимся в своих подразделениях. Сегодня это учение проводится в День Конституции Республики Абхазия. Наши министерства провели эти первые учения на второй день после подписания договора о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Мы должны знать, что вместе мы сильнее. Второй этап учений прошел на берегу высокогорного озера Рица в присутствии верховного главнокомандующего президента Абхазии Рауля Хаджинба. По легенде второго этапа на участке дороги между озером и дачей Сталина произошел обвал скалы. Автомобиль с пассажирами сошел с проезжей части и упал в озеро. В ликвидации дорожно-транспортного происшествия в высокогорье были задействованы горно-спасательный отряд, авиация, водолазы и медицинская служба МЧС Абхазии. Подобного рода учения на берегу Рицы проводятся впервые. И по словам специалистов, здесь присутствует своя специфика. К примеру, переправы пострадавшего при помощи специальных канатов, троллеев требуют дополнительной страховки и более сконцентрированной и слаженной работы отряда спасателей. Свою оценку увиденного дал по завершении учений верховный главнокомандующий Рауль Хаджинба. Спасибо вам, ребята. Было, честно говоря, очень интересно наблюдать за вами. Не хотелось уходить. Успехов вам. Спасибо вам большое. Более подробный разбор полетов руководители учений с абхазской и российской сторон проведут чуть позже. Однако уже сейчас высказываются пожелания обеих сторон об увеличении числа подобных мероприятий в будущем. Крупный пожар в центре Сухума. Утром 2 мая в 6 часов 40 минут на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании на крыше Сухумской средней школы номер 2. По предварительным данным, пожар начался в чердачном помещении. По тревоге был поднят весь личный состав пожарно-спасательного отряда города Сухум. Прибыли пожарные расчеты и из Гудаутского, Гульрипского, а также Очамчирского районов. В тушении пожара в общей сложности были задействованы 14 пожарных расчетов и 130 человек личного состава. Огонь стремительно распространился по периметру крыши школы. Часть пожарных при помощи топоров и багров вскрывали листы кровли. Другая часть огнеборцев заливала пожар из бронзбойтов.
Из-за высокой температуры пламени в некоторых местах прогнулись железобетонные перекрытия, а по стенам внутренних помещений пошли трещины. Пожарные ведут тщательную проливку территории возгорания. Свою помощь в тушении пожара предложило руководство погрануправления ФСБ России в Абхазии, направив к месту тушения один пожарный расчет. Сотрудники МЧС по просьбе руководства школы оперативно выносили из здания документы, оргтехнику и оборудование. К 9 часам утра пожар был локализован и потушен. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. По данному факту ведется разбирательство. Ситуация с пожаром на горе Мамзычка за последние сутки стабилизировалась. Всю минувшую ночь сотрудники МЧС вели мониторинг ситуации на случай опасного приближения огня к населенным пунктам в окрестностях Мамзычки. По словам пожарных, резкого увеличения площади возгорания выявлено не было, а накануне весь день пожарные тушили пламя, привлекая для этого все имеющиеся ресурсы. Помимо спецтехники к борьбе с огнем был привлечен и стоящий на дежурстве вертолет Ми-2. И хотя винтокрылая машина изначально не предназначена для пожаротушения, вертолет был специально дооборудован подвесными баками по 500 литров каждый. За минувшие сутки было совершено около десятка заходов Ми-2 над горящим массивом, благодаря чему удалось замедлить распространение пламени. Пожарные машины и личный состав пожарно-спасательного отряда города Гагра были сконцентрированы у подножья горы и в непосредственной близости от населенных пунктов. По словам специалистов, быстрому распространению огня способствовала сухая, теплая погода и сильный ветер в горном ущелье. На данный момент пожар локализован, и, по словам руководства спасательного ведомства Абхазии, нет необходимости запрашивать помощь у российских коллег. По предварительным данным, причиной возгорания вполне мог стать человеческий фактор. Не секрет, что в начале весны для расчистки сельхозугодий и горных пастбищ многие граждане используют пал сухой травы и сухостоя. Облет территории Абхазии, совершенный министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квицине, подтвердил факт неконтролируемых поджогов во многих районах республики. Однако при этом никакие правила не соблюдаются, вследствие чего риски крупных возгораний увеличиваются в разы. Из-за чего нередки случаи, когда полностью выгорали плантации цитрусовых, предгорные и горные лесные массивы, а также жилища и хозяйственные постройки. В связи с этим МЧС Абхазии настоятельно не рекомендует использовать поджоги сухой травы для расчистки территорий и предупреждает о непредсказуемых последствиях подобных мероприятий. Одним из приоритетных направлений в деятельности МЧС Абхазии является создание медицинского управления и развитие санитарной авиации. Однако и на этапе формирования необходимая медицинская помощь оказывается в полной мере. Примером тому является недавний вылет спасателей в одно из высокогорных сел в Кадорском ущелье. На вертолете Ми-2 МЧС Абхазии в Сухумскую больницу был доставлен гражданин Ашуба с острыми болями в позвоночнике. При транспортировке состояния больного находилось под постоянным контролем медперсонала спасательного ведомства страны. Реанимобиль на базе микроавтобуса «Мерседес» передан Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия. Акция прошла в рамках комплексного гуманитарного содействия Российской Федерации Республике Абхазия по линии спасательного ведомства нашей страны. Машина передается МЧС Абхазии от МЧС Российской Федерации. Автомобиль реанимационный класса С высшего класса предназначен для эвакуации, транспортировки пострадавших любой степени тяжести. По словам специалистов, реанимобиль оснащен по последнему слову медицинской техники и технологий. Данная машина – это, можно сказать, экспертного класса реанимобиль класса С. Он оснащен достаточно полно всем необходимым
оборудованием. Это и транспортная ИВЛ, это кардиомониторы, это возможности транспортировки как детей, в том числе новорожденных, так и взрослых. Мы даже в ходе транспортировки можем определять, проводить тропониновый тест с целью диагностики острого инфаркта миокарда, определять свертываемость крови и уже на догоспитальном этапе решать вопрос назначения применения пациентам тромболитиков, которые крайне необходимы при остром коронарном синдроме, что в свою очередь позволит снизить значительно ближайшие и отдаленные осложнения этого грозного заболевания. В церемонии передачи машины приняли участие вице-премьер Астамур Кезба, представители посольства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Абхазии и МЧС России. Мы уже разговариваем вместе с министром здравоохранения. Мы планируем на будущий год создать службу санавиации. Естественно, мы будем вплотную работать вместе и оказывать необходимую помощь в случае необходимости. Поэтому я считаю, что для нас это большой, огромный подарок. И я хочу еще раз сказать слова благодарности нашим коллегам, те, кто оказали содействие для получения такого транспорта, такого необходимого для нашей страны транспорта. Как говорят специалисты, при спасении людей при чрезвычайной ситуации шансы сохранить жизнь транспортируемых в подобных специализированных микроавтобусах возрастают во много раз. Так что данный автомобиль станет хорошим подспорьем в работе сотрудников МЧС Абхазии. Сотрудники МЧС Абхазии совершили пробный морской рейс из Сухума в Сочи. Впервые за последние 27 лет спасательный катер из Абхазии пересек морскую границу республики. По словам руководства МЧС, целью данного рейса была отработка механизмов и согласование с различными ведомствами процедуру пересечения российско-абхазской границы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для транспортировки пострадавших при чрезвычайных ситуациях в лечебные учреждения России морским путем. Режим упрощенного пересечения границы между Абхазией и Российской Федерацией при возникновении чрезвычайных ситуаций предусмотрен межправительственным соглашением от 2011 года. В ходе рабочей поездки в Абхазию заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев встретился с руководством МЧС Республики. Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба и посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин. Стороны обсудили текущие вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в числе приоритетных выделил несколько из них. В частности, вопрос упрощенного пересечения государственной границы Республики Абхазия и Российской Федерации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. Речь идет о воздушном и наземном транспорте для эвакуации пострадавших граждан двух стран в лечебные учреждения Российской Федерации. Крайне важной для МЧС Абхазии, по словам министра, является проблема подготовки профессиональных кадров, в частности медицинского персонала высшего и среднего звена. В этой связи существует настоятельная необходимость обучения сотрудников МЧС Абхазии в вузах Министерства здравоохранения России. На встрече рассматривался вопрос создания на территории Республики Абхазия реабилитационного центра для сотрудников МЧС России и Абхазии, получивших увечья при ликвидации последствий стихийных бедствий. Рашид Нургалиев в своем выступлении подчеркнул, что развитие межгосударственных и межведомственных связей России и Абхазии является приоритетным, а вопросы, поднятые на данной встрече, весьма обоснованы. Совет безопасности России поддержит конкретные предложения абхазской стороны по данной проблематике и будет способствовать их решению на различных уровнях. В заключении встречи Лев Квициния преподнес Рашиду Нургалиеву памятный подарок.
5 июня на ВДНХ стартовал 12-й международный салон «Комплексная безопасность-2019». В двух залах павильона компании из 15 стран предоставили около 500 перспективных разработок, которые могут быть использованы в борьбе со стихией и при оказании помощи пострадавших во время чрезвычайных ситуаций. За годы проведения международный салон стал одним из крупнейших российских выставочных проектов. Сегодня он представляет собой прекрасную возможность для специалистов ознакомиться с передовыми идеями в области безопасности, обменяться мнениями, по их внедрению в практику поделиться опытом, обсудить актуальные вопросы развития отрасли, наработать новые деловые связи. Абхазскую делегацию на салоне возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня. Глава спасательного ведомства Абхазии осмотрел многочисленные стенды выставки, где была представлена самая современная спасательная техника и показаны перспективные направления при ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказании помощи пострадавшим. В частности, большой интерес был проявлен к стенду с современными реанимобилями, их оснащению, техническим параметрам и возможностям. На полях салона прошла встреча Льва Квициня с заместителем министра по ЧС России Павлом Барышевым. Стороны выразили удовлетворение современным уровнем взаимодействия между спасательными ведомствами двух стран. Павел Барышев отметил, что одним из российских приоритетов, отраженных в концепции внешней политики страны, является содействие становлению Абхазии, обеспечение ее надежной безопасности. В МЧС России с благодарностью вспоминают помощь МЧС Абхазии в организации реабилитации российских спасателей на Черноморском побережье, которые участвовали в крупных чрезвычайных ситуациях на родине. В свою очередь Лев Квициня поблагодарил российских коллег за то содействие, которое на протяжении многих лет оказывается МЧС Абхазии со стороны спасательного ведомства России. Салон «Комплексная безопасность» продлится до 8 июня и завершится масштабными учениями на базе спасательного центра МЧС России в подмосковном Ногинске. В ходе рабочей поездки в Москву министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня встретился со студентами из Абхазии, обучающимися в профильных вузах МЧС России. Министр интересовался тем, как проходит учебный процесс, есть ли какие-либо сложности в усвоении учебного практического материала, каковы бытовые условия жизни. Со стороны курсантов из нашей республики особых нареканий высказано не было. Глава спасательного ведомства Абхазии подчеркнул, что высокий уровень профессиональной подготовки – главный критерий кадровых назначений в министерстве. Так что от нынешних студентов требуется лишь одно – успешно окончить вуз. В противном случае никаких послаблений не будет ни со стороны профессорско-преподавательского состава учебного заведения, ни со стороны руководства МЧС Абхазии. Напомним, что обучение студентов из нашей республики в учебных заведениях российского МЧС предусмотрено межправительственным соглашением от 2010 года. С 2011 года 35 граждан Абхазии стали выпускниками вузов российского МЧС. Сегодня они проходят службу как в районных подразделениях, так и в центральном аппарате МЧС Абхазии.